У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Сьогодні в Христі вспоминаємо Святую Марту. Свята Марта була сестрою Марії, а так само сестрою Лазара, якого Ісус воскресив. І навіть додає
Jezus прийшов та й показав ту правду, що є важні речі, необхідні, а є речі, які виходять увогуле, знаходяться поза границями гэтых вымярэння абходнасці і неабходнасці. Яны адзіныя патрэбныя. І гэтымі адзінымі патрэбнымі рэчамі ёсць слова. Хто знайшов те слово, хто його пошукав, той знайшов скарб. Подчас гэтай Евхаристії будем молиться в інтенції групи Матері Божої Матері молитві, а менавіта за Станіславу, Іллю, Дмитрія, Миколая і Ольгу, просячи їх потребних ласка, благословенні Матері Божої. А на початку гэтай Евхаристії перепросимо Бога за наші слабості і занедбання. Сповідаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Всемогутный вечный Боже, Твой Сын ласкаво принял гостиность Святой Марты. Просим Тебя, про Твое заступництво, да поможи нам охотно служить Христу в наших ближних, как мы заслужили быть принятыми в Твоим небесным домом. Про Спана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живи и благодать в едности Духа Святого, Бог, про все веки вечные. Читание книги пророка Иеремии. «Горе мне, моя мать, что народила меня, человека с пречки и человека незгоды для ущелья Христа. Хоть не позычаю и не даю позыки, однако все проклинают меня. Коли знаходит Твое слово, я поклинаю их, и Твое слово стало для меня радостью и утехой в сердце моего. Во имя Твое было покликано надо мною, Пане Боже, вам придет. Я ніколи не сидел на веселом сходе и не радовался, але сидел самотно под Твоей рукою, бо Ты напомнил мне о бурении. Чому боль Ты безмежный, а раны незбойные и невылеченные? Ты стал для меня, як подманный поток, воды якого высыхают. Дзеля этого так кажет Пан. Коли Ты вернешься, я обновлю Тебе, и Ты станешь перед Моим обличием. Коли оденешь каштовне от никчемного, да Ты станешь невыгрузкой моей. Я не сами свернутся до Тебе, и Ты не будешь свертаться до них. И зроблю Тебе для этого народа тривалым медным муром. Я не буду воевать супротив Тебе, они не перемогут Тебе, бо я с Тобою, как сбавлять и рятовать Тебе, скажет Бог. Я вызволю Тебе от руки злых и откуплю от руки гнетальников. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Бог моя твердиня, в день моего несчастья. Бог моя твердиня, в день моего несчастья. От воров моих вызволи
Господи, жертвуются. Бог моя скорбения, день моего счастья. Сила моя, я на Тебе сподаюся, потому что Бог моя оборона. Мой милосердный Бог, выйди мне насустра. Бог даст мне уважить погибель моих ворогов. Бог моя Скорбения, день моего счастья. А я славить буду Твою могутность, и зраковиша Твою милосердность. Бо день моего счастья, Ты был моей твердыней и сповеща. Бог моя скорбения, день моего счастья. Сила моя, буду прославлять Тебе, потому что Бог моя оборона, мой Боже милосердный. Бог моя скорбения, день моего счастья. Аллилуйя, аллилуйя, Я назвався праві скажа, бо все, що чува лиця моєго, я сказав вам. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. У той час Иисус сказал народу: «Володарство небесное, подобное доскарбу, схованного в полі, який знайшов чоловік і втаїв. У радості від этого він іде і продає все, що має, і купляє це поле. І ще володарство небесное, подобное до купця, який шукає пригожу перлину. Знайшовши одну коштовну перлину, він іде і продає все, що має, і купляє її». Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Присядьте. Гэта Евангелие про небесное благодарство и про тое, як каштовне воно ёсць, і воно переплетається увесь этот тиждень. Знову ми чуємо те ж саме Євангеліє, яким Ісус каже своїм учням про каштовность небесного благодарства. И наоборот больше каже, что это небесное благодарство, и оно настолько важное, что каждый, кто справедливо открыл, и он готов продать все и плести его знести. И он готов отдать все, что має, для того, чтобы набыть это благодарство. Питание застається в тем, где шукать его, и чем не сильно для нас. Бо небесное благодарство – это магчимость быцця у спільності з Богом. А де бути у спільності з Богом – це вже інше питання. Тому що ми, люди, ми вельми часто шукаємо, як би нам так зробити, щоб це місце перебування з Богом було найлепш там, где мы, и найлепш там, где нам было. И мы шукаем этой можливості, але правда, про яку сьогодні каже Христос, і нам вельми просто. Коли ці люди справді відкривають небесне благодарство. І вони не глядять на то, скільки це коштує. І вони не глядять на то, скільки треба заплатити. І вони віддають все для того, чтобы здобыть это благодарство.
Иметь это володарство – это значит иметь все. Иметь володарство небесное. Быть разом с Богом – это значит иметь все. И это все – это вельми важно зрозуміти, что это значит иметь все. Потому что нам подается, что быть в володарстве, быть разом с Христом – это значит быть отмежеванным. А это значит быть свободным. Быть разом с Христом – это значит быть свободным. От всего того, что меня не обмежевывает, что меня не закрывает, что меня не забивает. Справдная присутність Божа нам приносить спокой в серце. Это ніколи не приносить у серця розчарування, смуток, гнев, жаль, боль. Бог это не про любовь, это не про Бога. То, что приносит справдный Бог, Его присутность в жизни человека, это спокой. Когда знаем Христа, мы знаем спокой. А когда знаем это спокой, то не важно, где мы будем, в какой ситуации, мы будем счастливы. Потому что Христос робить все, как мы навітали. Эта речительность была наполнена Его любовью, Его сенсом. Раз Иисуса Христа и приблизимся к Евангелию, свергнемся до Бога уши. Молимся за пасторов Костела, тяжкие эпидемии были для своих верников сохранной подтримкой веры и прикладом офиарной любові. Тебе просим. Выслухай нас, Вами. Молимся за тех, кто має владу, как и они не переставали метнуться в усталевость, тривалый спокой и справедливый лад в громадстве. Тебе просим. Выслухай нас, Вами. Молимся за наш народ, как он мужно супростоял пьянству и понижить наши семьи. Тебе просим. Выслухай нас, Вами. Молимся за молодь, как выбираючи дорогу своего лучшего життя, и накерувалася не только власними интересами, але так само и тем, что будет корисним для інших людей. Тебе просим. Выслухай нас, Вами. Молимся о Божьем благословении погребных пастырей для Станислава, Ильи, Дмитрия, Николая и Ольги. Тебе просим. Выслухай нас, Вами. Молимся за нас тут присутних, как мы не отмовлялись от обов'язків, які Пан Бог доручає нам в нашому щоденному житті. Тебе просим. Выслухай нас, Вами. Всемогутный Боже, выслухай молитвы Твоего народа и неспынно наполняй его своими дарами. Раз Христа, Пан нашего. Аминь. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу офиару принял Бог Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоїх на прославлення
наш Боже, мы прославляем Тебе за ласку, какую Ты одарил Святую Марту. Покорно Тебе просим, как само и наше служение было Тебе бесподобно. Не обмилуй благодарение и ее гостиность, полная любовь. Раз Христа, Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим, Угоду сердца. узносим Тебя, Пана. Подякуем Пану, Богу нашему. Боже наш, это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святойчу, усемагутны вечны Божа. У супольнасці святых ззяе Твоя слава, бо увенчваючы іх заслугі, Ты вянчаеш плён Твоей ласки. Іх жыццё Ты даеш нам як прыклад, праз іх заступніцтва нам дапамагаеш, а ў супольнасці з імі даеш нам абяцаную спадчыну. Іх сведчанне дае нам сілу, каб мы маглі перамагчы ў духовнай барацьбе і разам са святымі атрымаць неўвяданы вянок хвалы праз Хрыста, Пана нашага. Таму з анёламі і архангеламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Твою хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вершине, благословенный Тот, кто приходит в имя Пана. Госанна на вершине. Сапраўды, Боже, Ты святый и справедливо хвалит Тебе все Твое створение, бо праз Сына Твоего Пана нашего Иисуса Христа, действенную мощью Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и неоспынно сбираешь народ свой, как от восхода солнца и до запада, складал имя Твоему чистую офиару. Тому покорно молим Тебе, Пане, освяти милостью Духа Твоего в этой дары, какие мы принесли Тебе на офиару, как стали все телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказал здесь снять эту таємницю. Бо й Он Твою ножку любив видати, узяв хліб, і подяку Тобі складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите і ешьте з этого усі, бо это есть тіло моє, якое за вас буде видано». Подобним чином до вечері узяв келих і подяку Тобі складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Берите і пийте з його всі, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповеду, якое за вас и за многих будет пролито для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таинница веры. Обещание смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягування. Пане, вспоминаючи зловчую муку Твоего Сына, так само Его чудовное воскресение в небовшестве, и чекаючи Его другого прийстя з подякою складаем Тобі гэтую живую и святую офиару. Узглянь, просим, на дар Твоего костела и прими его как офиару, якую Ты пожадал быть милостивым. Дозволь, как мы, взмоцненное телом, привели Твоего Сына, наполненное Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинит нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, найперше Святейшей Панной Богородицы Марии, со святым Юзефом, ее братником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святым Франтишком, святой Мартой,
и усими святыми про заступництво яких мы сподзаемся на Твою несловную допомогу. Просим Тебе, Пане, некой этой ахвяры нашего поеднания принесем всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым называть у веры, любовь и костел Твои, перегрымуя на земле, со слугой Твоим Папом нашим Франтишком, бископом нашим Тадеушем, с усими бископами, усим духовенством и усим народом Тобой откупленным. Будь с милостью и добро сбаву этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобой. О добрый Отче, ласково з'єднай з собою всіх розсіяних по світі дітей Твоїх. Наших померных братов и сестер и усіх, кто у вас пришел с этого света, милостиво прими благодатство Твое, где мы сподеемся быть, как разом с ними завсюду радоваться Твою хвале. Прос Христа, Пана нашего, праздник благодатствуешь свет, усиляким добротами. Прос Христа, с Христом во Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усі віки вічні. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас от зла. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всего злого, дай ласково спокою в дни наши, да може нам милосердности Твоей, как мы были зловщены вольны от греху, и захованы до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и престы избавца нашего, Иисуса Христа. Во Твое благодатство и милость и хвала на небе. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, спокой покидаю вам, спокой не даю вам. Просим, не изважай на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкав Господь с Твоей волей дать Ему спокойную едность, яки живешь и благодаришь на веки вечные. Спокой Пана, нехай за все будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокоя. Баран Божий, если довершишься век враги свету, змилуйся над нами. Баран Божий, який довершишься век враги свету, змилуйся над нами. Баран Божий, який довершишься век враги свету, одари нас спокоем. Вось баран Божий, вось той, кто берет на себе грехи свету, благословленный и покликанный на вечеру Его. Пане, я не важен, как Ты пойшел для меня, а я скажи говорите слово, и будьте оздоровлены душа моя. Марта сказала Иисусу: Ты есть Христос, Сын Божий, який прийшов у этот свет.
Всього Христа. Всього Христа. Всього Христа. Всього Христа. Молимся. Ласковый Отче, нехай принятие тела и крови Твоего оздоровит нас, да поможет нам узнести серце до чистых речей, до часов, узнести серце от часовых речей, как по прикладу Святой Марты, без любовью служить Тебе на земле, а в небе могли Тебе созирать вечно. Проси Христа, Пана наша, Пан с вами, И с Духом Твоим. нехай благословит вас Бог Всемогутный, а Отец и Сын, и Дух Святый. Аминь. Идите в покое Христа. Слава вам, Богу. 37. Только один есть Бог, храня Он и дом. Стань на колени, ты, что походишь, и прославляй Его. Святое место сам выбрался, приняй нам, дых заспевай масу Его дому, Богу отдай нам честь. Святое место сам выбрался, приняй нам, дых заспевай масу Его дому, Богу отдай нам честь. Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Дякую брату Олегу брату Максиму за війну і помолимся ще раз за наших іменинників, за наших вищих матір.